В Таласе заработал новый завод по переработке фасоли. Кыргызстан ограничил поставки мяса курицы из Казахстана. И кыргызстанцы завоевали 6 золотых медалей на чемпионате мира по панкратиону. Об этом и не только смотрите прямо сейчас. В студии работает Нурсултан Джакуббеков. Здравствуйте. Президент Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочей поездки в Таласскую область принял участие в церемонии открытия завода по переработке фасоли компании «Азра» в селе Акдубе Бакатинского района. Глава государства официально дал старт его работе. Он отметил, что фасоль, выращиваемая в Кыргызстане, пользуется большим спросом на международном рынке. Страна экспортирует около 90 тысяч тонн фасоли в год, получая прибыль более 70 миллионов долларов. В сфере производства фасоли трудятся порядка 150 тысяч человек. Но все еще актуальным остается вопрос не производства, а переработки и сбыта фасоли. Этот вопрос начал решаться с помощью местных предпринимателей при поддержке иностранных инвесторов и финансовых институтов страны, таких как Российско-Кыргызский фонд развития, Айлбанк, РСК-банк и Гарантийный фонд. Жээнбеков сказал, что в начале года руководителям этих финансовых институтов поручено направить кредитную политику на развитие регионов для поддержки сельских предпринимателей. Поддержка новых региональных инициатив – основная задача этого года, сказал президент. Завод обеспечивает работой около 250 человек из числа местных жителей. Осуществляется экспорт фасоли в 25 стран мира, в том числе в Иран, Турцию и Индию. Глава государства выразил благодарность основателю компании Миргазы Омарову за чуткое отношение к инвесторам. Компания «Азра» основана в 1997 году. Основное направление ее деятельности – выращивание, экспорт фасоли, интенсивные сады, экспорт продукции. Только благодаря образованию мы сможем выдержать конкуренцию на международной арене, сказал президент на открытии школы имени Умарбекова в селе Карабура Таласской области. Глава государства поздравил учителей, учащихся школы и жителей села с этим радостным событием. Глава государства отметил, что 2018 год, год развития регионов, является особенным годом для села. Как он отметил, кыргызстанцы, проживающие в сельской местности, конкретными делами поддерживают год развития регионов. По инициативе жителей во многих местах строятся социальные, культурные, спортивные объекты. Президент Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность инициативным сельским жителям и местным руководителям. Экологически чистые фрукты Кыргызстана завоевывают рынки ЕАЭС и дальнего зарубежья. Большой популярностью в последние годы пользуется чернослив. Объемы его экспорта выросли до 10 тысяч тонн. Минсельхоз намерен и далее стимулировать интерес садоводов к выращиванию сливы с целью увеличения объемов его производства, рассказывает Гульбара Кенжеева. Родиной сливы в Кыргызстане обычно называют Аксыйский и Алабутинский районы Джалабадской области. Здесь ежегодно собирают до 30 тысяч тонн урожая. Житель села Джергетал Джуманазар Карбозов знает о сливе практически все. В этой сфере он работает уже четверть века и является первым экспортером чернослива в страны Европы. В прошлом году предприниматели из Германии сделали заказ на 10 тонн чернослива. В этом году закупили 210 тонн свежей сливы. У нас экологически чистый продукт. У предпринимателя имеется органический сертификат, подтверждающий, что выращенная им продукция отвечает органическим стандартам качества и безопасности. На сегодня в Аксыйском районе открыто более 50 цехов по выпуску сухофруктов. Если их привести в соответствие с требованиями таможенного регламента и ЕАЭС, объемы экспорта можно будет значительно увеличить. Нам необходимо создать цепочку добавленной стоимости, то есть освоить весь цикл переработки от сбора сырья до упаковки готового продукта. Тогда мы сможем поднять экономику региона за счет реализации сухофруктов. Такую же цель ставит перед собой и предприниматель из Узгенского района Ошской области Раимджан Турдумаматов. Он получил льготный кредит по программе финансирования сельского хозяйства и построил цех по сушке и упаковке сухофруктов. Помимо сушки фруктов, здесь еще и производят пастилу. Пастилу очень любят дети. Для их организма этот богатый витаминами продукт очень нужен. Его мы реализуем пока на местном рынке и отправляем в соседние области. Для местных садоводов открытие этого цеха решило главную их проблему – куда девать выращенный урожай. В Аильном округе более 2000 дворов. В каждом есть сливы и яблони. Раньше большая часть урожая пропадала. Теперь они могут сдавать фрукты сюда. То есть польза как жителям, так и казне Аильного округа налицо.
Сухофрукты предприниматель намерен отправлять в Таджикистан. Когда заработает в полную силу упаковочный цех, начнет осваивать рынки ЕАЭС. Но для того, чтобы занять там надежную нишу, необходимы большие партии товара, говорят в Минсельхозе. Сухофрукты сегодня уже поставляются в Соединенные Штаты. Это хороший показатель, но проблем, я скажу, очень много, потому что, во-первых, пока мало объема. Производим. У нас всего площадь чернослива занимает порядка 3000 тонн. Мы получаем 15-20 тысяч тонн урожая. Из них в прошлом году мы экспортировали порядка 10 тысяч тонн. За 7 месяцев этого года было экспортировано 5334 тонны чернослива. Чтобы улучшить экспортный потенциал, необходимо увеличить площади сливовых садов и строить современные перерабатывающие предприятия. Для этого правительством открыты льготные кредитные линии для фермеров. Гульбара Кинджеева, Акджол Айбашев, Алмаз Сатаров, Общественный первый канал. Временно ограничен импорт мяса, птицы и другой продукции из Казахстана в нашу республику из-за подозрения на вспышку птичьего гриппа в соседней стране, сообщили в Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности. Вспышка высокопатогенного птичьего гриппа и болезни Ньюкасла, возможно, имела место на юге Казахстана, в частности на птицефабриках Алматинской области. Ограничения будут действовать до выяснения всех обстоятельств. Более 100 тысяч малоимущих семей Кыргызстана получат помощь от России. Об этом заявил посол России в Кыргызстане Андрей Крутько. Российская сторона выделяет 8 миллионов долларов на поддержку проекта Всемирной продовольственной программы ООН. Грантовые средства будут выделены 300 сельским районам. Отбор семей будет осуществляться согласно данным представителей Министерства труда и социального развития. Новый грант России направлен на повышение доходов сельских жителей, рост производительности труда мелких фермеров и улучшение продовольственной безопасности и питания уязвимых семей. Она рассчитана на 5 лет. Началась она в этом году и закончится в 2022 году. То есть вот эта сумма, она 8 миллионов, рассчитана на эти 5 лет. Выделенные средства также будут направлены на реализацию проектов по снижению риска природных бедствий и повышению устойчивых фермерских хозяйств к изменению климата. В частности, основное внимание будет уделяться развитию ирригационной инфраструктуры, переработке сельскохозяйственной продукции. Лунара Мамытова написала заявление об уходе с поста заместителя министра труда и социального развития, сообщили в правительстве. Мамытова была депутатом нынешнего 6-го созыва Джоурку Кенеша, но весной 2016 года сдала мандат. В ноябре того же года ее назначили замминистра труда и соцразвития. Мамытова написала заявление об уходе по собственному желанию. Сейчас оно рассматривается, сообщили в правительстве. За последнее время она стала героиней 2 скандалов. Сначала замминистра обвинили в использовании дипломатического паспорта в личных целях, а потом общественность возмутила ее заявление, что пенсионеры в Кыргызстане могут накопить средства на отдых за границей. Тонны видеоархива получат цифровую жизнь. На этих кинолентах вся история кыргызского телевидения. Все передачи подготовлены к эфиру не одним поколением телевизионщиков. Часть ценных видеоматериалов будет передана Госархиву. Что накопилось в архивах за 60 лет, узнавала наша съемочная бригада. Такими кадрами писалась история кыргызского телевидения. В архиве КТРК хранятся материалы аж с 1958 года. Это комната-сокровищница общественного Первого канала. В этих шерстяных коробках отражена социальная, политическая и экономическая жизнь страны более чем за полвека. На этих пленках хранятся документальные и авторские передачи, художественные фильмы, детские программы и концертные записи. Сохранение наследия для КТРК – задача первостепенной важности. То есть все ленты, пленки должны быть всегда защищены от сырости, насекомых, от пыли. В общем, предусмотреть нужно все. При помощи технического спирта можно очистить пленку от мелкой грязи. Это оборудование оцифровывает старые кадры.
Новый архив будет храниться на компьютерных серверах. Сохранение на сервере означает завершение оцифровки материала. Шаг в ногу со временем позволит телеканалу эффективнее использовать отснятые в разное время видеохроники. Ведь интересно же смотреть те события глазами их современников. Видеоматериалы для изучения хроники – вещь весьма ценная, поэтому КТРК делится ими с Госархивом, передавая записанные на диск копии. Специалисты Госархива сами выбирают, какие видеокадры имеют историческое значение, сортируют по хронологии. Потом мы отбираем эти записи и отправляем на согласование руководству. Ежегодно мы передаем в Госархив около 100 записей. Начинаем для вас наши... Время не стоит на месте, и КТРК старается идти в ногу со временем. За 60 лет кыргызское телевидение участвовало практически во всех социальных, политических, экономических событиях. Это история. Теперь это в компьютере и будет доступно для журналистов-документалистов КТРК, а хроники через Госархив и для всех желающих. Алтынбек Талантбеков, Гульнара Касымбекова, Руслан Сабатаров, Общественный Первый канал. Серебряную медаль третьих летних юношеских Олимпийских игр, которые проходят в эти дни в аргентинском Буэнос-Айресе, завоевал член национальной сборной Кыргызстана по плаванию Денис Петрашов. Он начал выступать 7 октября на дистанции 100 метров брасом. В предварительных заплывах кыргызстанец занял итоговое 8-е место среди 32 стартовавших. Это позволило ему войти в число 16 полуфиналистов. В полуфинальном заплыве Петрашов улучшил свой результат и финишировал вторым. По итогам 1/2 финала Петрашов пробился в финал. Финальный заплыв на этой дистанции прошел в ночь с 8 на 9 октября. Петрашов стартовал на 3-й дорожке. На финише спортсмен из Кыргызстана финишировал вторым, показав время минута 1,34 секунды, и стал обладателем серебряной награды. Новым олимпийским чемпионом стал Сун Джаджун из Китая. А бронзовым призером юношеских Олимпийских игр стал кыргызский шпажист Хасан Баудунов. Он выступал 8 октября в состязаниях по фехтованию. По итогам жеребьевки Баудунов попал во вторую группу, где одержал 3 победы над спортсменами из Японии, Аргентины и Германии, уступив представителям России и Канады. Этот результат позволил ему выйти в четвертьфинал. В нем кыргызстанец оказался сильнее японского спортсмена. За выход в финал Баудунов состязался с немцем Паулем Вельтрупом, который вышел победителем 15-12. В поединке за итоговое 3-е место спортсмен из Кыргызстана встретился с Мухаммедом Эль-Саедом из Египта и одержал победу со счетом 14-13. Копилка сборной Кыргызстана пополнилась 2-й медалью третьих летних юношеских Олимпийских игр. Кроме того, кыргызстанцы завоевали 6 золотых медалей на чемпионате мира по панкратиону, сообщает Федерация ММА. Состязания прошли в Москве. За победу боролись представители около 20 стран. В активе нашей сборной 6 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых наград. В своих категориях Данияр Зарубекулу, Байболот Эргешбаев, Егемберди Кадыров, Калымбек Алтымыш-Улу, Аргена Заматулу и Бикаим Акбалаева заняли высшую ступень пьедестала. Некоторые получили не только медаль, но и чемпионский пояс. И к этому часу у нас пока все. Наши корреспонденты продолжают следить за событиями, происходящими в Кыргызстане и за рубежом. Эти и другие новости вы можете посмотреть на нашем сайте ktrk.kg и в других социальных сетях, таких как Facebook, Twitter и YouTube. Следующий выпуск новостей на Кыргызском 17:00. Оставайтесь на Общественном Первом, берегите себя и своих близких.